Let's go.
Добрый вечер, уважаемые болельщики, друзья, фанаты башкирской хоккейной лиги. Я рад вас приветствовать. Воскресный вечер, прекрасный, 21 час 53 минуты, уфимское время, 21 января на дворе. Ну и мы начинаем. Отличный матч между командами башкирской электросетевой компании и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Разыгрывается у нас под завершение второго игрового дня в этом году в рамках Лиги БХЛ. Собственно, мы играем. Все готово. Начинаем. Поехали. 3 периода по 17 минут нас ждут впереди. Уфсин играет в форме белой по левую руку территориально от нас. Ну и, соответственно, судя по логике, Бэск играет справа в форме, ну, такой, наверное, синий. Голубой больше. Представим составы, поговорим о турнирной таблице БХЛ по ходу этой игры. Также, конечно же, обсудим предыдущие матчи, которые провели эти прекрасные коллективы. Ну и, собственно, обо всем по порядку. Чатик нашей трансляции активен. Пожалуйста, пишите туда все, что считаете нужным. А в рамках разумного предложения, пожелания, приятной кричалочки за свою команду. Ну и в целом, наверное, потом посмотрят хоккеисты, порадуются, что за них болели родственники и в целом какие-то поклонники. Короче, всех жду в чате. Классный YouTube канал Башкирской хоккейной лиги, 226 подписчиков. Было до этого 223 буквально на прошлом матче. Призвал я немножечко народ, ну так скажем, присоединиться, да, к каналу, подписаться, поставить лайк по трансляции, если это не противоречит вашим каким-то жизненным позициям. Я думаю, организаторам БХЛ будет от этого очень приятно, дорогие друзья. И первое сообщение. Олеся Загидулина пишет: Бэск вперед, 3 смайлика, огонь. И в целом это круто. Так, у нас уже первое удаление в игре. Так, как-то довольно быстро, да? Сыграли буквально 2 минуты и уже наиграли на удаление команды. Активная борьба идет. Также это третий матч уже в рамках второго игрового дня БХЛ. И поговорим обязательно по ходу встречи о матчах предыдущих этому. Активная борьба, честно, даже так слегка как-то замираю я при виде, вот как эти бравые ребята борются. Не могу кого-то отличить уже на первых минутах, потому как по владению и, так скажем, по активности пока в целом здесь ситуация, ну, как бы смотрится равная. Пользуясь возможностью, представлю составы. Команда Уфсин: голкипер Вильдан Валишин, номер 30, полевые игроки Игорь Репш, 7, Андрей Кочетков, 10, Евгений Столовин, 13, Андрей Князев, 19. Так, опасно здесь уже возле ворот Уфсина. Артем Новохадский, номер 22, Азамат Валеев, 23, Горбунов Андрей, 24 номер, Раиль Емелов, 27, Павел Пупшев, 36, Антон Муфтахуддинов, номер 43, Мальевский Александр, 55, Игорь Гайнишев, 78, Скуратов Денис, номер 80, Сергей Ведерников, номер 86, Нур Мавлеткулов играет под номером 88, и Азат Тагиров замыкает полевых игроков команды Уфсин под номером 91. Первое большинство в этом матче реализовать не получилось, но я думаю, еще понаблюдаем и за таковыми, поэтому ничего страшного. Много не пропустили. Бэск вперед, пельмешек нам пишет, вот такой пользователь есть в ютубе, подписчик канала БХЛ. И вам привет, пельмешек. Бэск вперед, поддерживает он или она. А непонятно, пельмешек, это он или она, да? Ладно, тавтологию оставим немножечко на потом, если останется для этого время. А пока самое главное — составы участников. Представим команду башкирской электросетевой компании. Пара вратарей после этой атаки. Пара вратарей: Рамиль Загидулин, номер 51, Олег Сидоров, 31 номер. Полевые игроки: Владимир Пескунов, 2, Колесников Анатолий, 3, Даниил Сидоров, 5.
Шеймарданов Дмитрий 11, Рыскулов Эльдар 13, Павел Таран 14. Атака Уфсина. Ну как-то немножко сбавился темп здесь, да. Двигаемся дальше. Павел Таран 14, Рыскулова представили Эльдара номер 13. Вадим Петров 19, Искандер Салихов 21, Юрий Богданов 29, Алексей Петров 32, Павел Гайлун номер 37, Юрий Филиппов 39, Салават Хайрулин номер 73, Дамир Гарипов 88, Ильяс Агеев 93, Алексей Файрушин играет под номером 97 за команду Бэск. Да, вот здесь уже первые опасные моменты в горизонтальное положение перевели сейчас голкипера команды Бэск. И, собственно, на ваших экранах это у нас Олег Сидоров, дорогие друзья. Начинает он в матче оборонять раму ворот своей команды. Вот не увидел я, к сожалению, Рамиль Загидуллин присутствует или нет. Ну, я думаю, наверное, увидим мы по ходу этой игры, либо на скамеечке запасных, а может быть даже, если повезет, и в игре. Ранее 18:45 в рамках первого игрового дня. Ха-ха, какого первого? Второй игровой день у нас уже в этом году. Башкирская хоккейная лига проводит. Встречались в 18:45 команды Транснефть Урал и действующий чемпион Башкирской хоккейной лиги команда Уралец. Напомню, в прошлом году именно с командой Уфсин финальной встречи, которая проходила на большой Уфа-арене, встречался коллектив уральцев, в котором одержал победу. И, собственно, это действующие чемпионы, позвольте так назвать, БХЛа. Так вот, Уралец встречался сегодня с Транснефтью. К моему удивлению, уступили они со счетом 10-0. Транснефть их обыграла. И вот так матч такой был своеобразный, конечно, в одну сторону. Ожидал я от уральца хотя бы некий гол престижа, но так и не дождался, потому что на последних секундах уже 11-я там была забита, да, и на самом деле 11-0 закончилась та игра, которая была у нас в 18:45. Далее 20:15 встречалась башкирская генерирующая компания и распределительные тепловые сети. Ну, такая своеобразная дуэль, да, была тепловиков и энергетиков. В 20:15 она проходила. И там, позвольте сказать, ну, я объективно просто говорю, более энергичная игра была, равные соперники. Классно было смотреть, активная борьба, все на равных. И шли по очереди, забивали друг другу. Первый период вообще у нас остался без взятия ворот. Лишь только во втором периоде открылся счет в том матче. А в итоге со счетом 2-2 уже буквально за 2 минуты до окончания этой встречи Денис Хисамудинов из состава БГК забил третью за свой коллектив и тем самым привел свой клуб к победе в этом непростом поединке энергетиков дефис тепловиков. И первые минуты уже встречи текущей БСК и Уфсин, подразумевая я, что также будет он очень активный. Не уверен, что какие-то большие, прям супер-мега счета будут с отрывом, да. Предполагаю, что делаю свой прогноз, что команды будут играть плюс-минус ровненько. И до последних минут интрига на тему победителя останется для нас повисшей в воздухе малой Уфа-арена. Вбрасывание. В зоне Бэска наблюдаем мы сейчас с вами. Новохадский от Уфсина поборолся, но вот сопернику игровой снаряд уступил.
Активно подключается Князев. Борьба возле левого бортика в зоне соперника. Наброс от синей линии. Как бы получается блокированным, но здесь продолжается ситуация развиваться у нас дальше. Бросок Богданова и подножка здесь, да, однозначно. Зоркий рефери все видит, все контролирует. Смотрим еще раз на повторе. Беск, Богданов Юрий, бросок и вот уже буквально сбивает с ног его здесь. Голкипер команды УФСИН. Так. Закончу мысль, сбивает с ног голкипер УФСИН Вильдан Валишин. Немножко я на тему составов что-то сейчас задумался, корректно ли мне все прислали. Ну ладно, если что, дорогие друзья, пожалуйста, поправьте меня, вдруг где-то я ошибусь составами, буду вам за это очень признателен. 27 человек на трансляции, нас смотрит, YouTube-канал Башкирской хоккейной лиги. Продолжаем наблюдать за увлекательной встречей. Беск в атаке, с разворота неплохой бросок сейчас демонстрировал нам Юрий Филиппов, но не дремлет вратарь УФСИНа. По-прежнему атака Беска продолжается, здесь уже Петров, что придумает он, но как-то очень плотно под опеку его взяли сразу два защитника УФСИНа и, собственно, сделать-то особо ничего и не дают. Богданов Юрий заходил, как говорят, да, летчики, наверное, на посадке на второй заход. Вот примерно так же сейчас Юрий Богданов пытался там как-то поближе сместиться к вратарю УФСИНа, но сделать этого не получилось. Кто будет на подборе первый здесь? И классно Беск в своей зоне демонстрирует характер, проявляет. А защитники себя на высшем уровне. Перехват, ошибка в зоне у УФСИНа. И можно что-то делать здесь. Бросок. Приходится он в амуницию голкиперу. Но рефери подтверждает взятие ворот. И, по-моему, Евгений Еловенко. Последнее касание было им. Давайте посмотрим повтор вместе с вами. Да, бросок, добивание. И еще момент. Нет, уже последним было касание не Евгения Еловенко, а другого игрока команды Беск и номер 82. Три минуты играть нам еще в первом периоде. И счет уже команда Беск открывает 1-0. Сейчас мы наблюдаем на наших экранах крупным планом вратаря. Башкирской электросбитовой компании. Это у нас Олег Сидоров. Да. Бросание в зоне темных. И здесь пока контроль за шайбой остается за ними. Снова Юрий Богданов. По диагонали пас классный на Петрова. Петров. Можно решать. Бросок с неудобной. Добивание. Нет. Богданов буквально в нескольких метрах уже находился от Сидорова. Но полноценно сделать бросок ему так и не дали там. Как-то не препятствовал особо, я бы сказал, кто-то ему. Но вот, ну, не легла шайба на крюк у Юрия Богданова, и ничего с этим поделать ни мы, ни Юрий уже не может.
Снова заход. Петров, Богданов. На левом фланге. Ага. Так, из-под защитника пытался сделать наброс на ворота, но в результате этих действий только защитник УФСИНа потерял свою клюшку на небольшое количество времени. А наброс на ворота не получился. С разворота Филиппов вдоль бортика пытается отправить передачу на кого-либо из партнеров, но сделать это полноценно не получается. Снова Филиппов. Опять вдоль борта, уже по верху передача. Пыталась здесь пройти, но пока не точно. «50 секунд, остается совсем немного. Шеймарданов на синей линии. Ну, как бы, да. Наверное, не стоит все-таки пускать соперников поближе тут к себе. Репш. Без атаки. Это Еловенко на левом фланге. Поперечный пас на Файрушина. Здесь уже подхватывает Горбунов. Ой, какой классный дриблинг. Обыграл двоих соперников. Но вот с третьим уже такие фокусы не прошли. Поперечный пас. И снова у нас Горбунов. Дриблинг демонстрирует свой классный. Бросок из-под защитника. Но не точно. Створ ворот не приходит. И взятие ворот все-таки есть у нас. Пересекла шайба синюю линию створа ворот Олега Сидорова. Давайте вместе разбираться на повторе. Видел я отчетливо, что заряжал здесь Горбунов. И уже у нас получается на добивании с острого угла все-таки оформляет это взятие Артем Новохадский. Ну, какую классную комбинацию сейчас они разыграли. Не знаю я, специально ли было. Был вот этот наброс, рикошет от борта, или все-таки это случайное стечение обстоятельств. Ну, наверное, знает об этом только Андрей Горбунов. Небольшая пауза, 1-1, прервемся и уже совсем скоро будем в прямом эфире. В прямом эфире продолжаем мы нашу классную трансляцию Башкирской хоккейной лиги. И у нас здесь разворачивается интересная ситуация, потому как по завершению первого периода счет на табло 1-1. Судя по игре, команды плюс-минус равны. От этого и есть определенная интрига, да, у нас на льду, потому что явного форварда здесь в данный момент мы с вами не наблюдаем. Да, БЭСК открыли счет первыми, но ответные действия УФСИНа в целом долго себя ждать не заставили. И уже под занавес в раздевалку коллектив в белой форме ушли при счете равно. Немножечко окунемся в турнирную таблицу, а здесь у нас ситуация следующая. Из 6 команд, принимающих участие в Башкирской хоккейной лиге. Так, атака белых. Смотрим и наблюдаем здесь. Классный бросок в очередной раз демонстрирует нам Андрей Горбунов. Буквально от синей не стал сближаться с Сидоровым, вратарем БЭСКа. Решил продемонстрировать щелчок и
как бы, наверное, было это правильно. Из 6 команд, принимающих участие в БХЛ, на данный момент команда УФСИН у нас плотно закрепилась на втором месте. 7 игр проведено, 6 из них они выиграли в основное время и уступили лишь одну. 42 шайбы заброшено, 13 пропущено, в целом 18 очков в их личном зачете. Что касается команды БСК, они располагаются сразу за УФСИНом на третьем месте. 7 игр, 2 победы в основное время, 1 победа после матчевых буллитах. Ну и, соответственно, 4 поражения, 16 шайб забили, 39 уступили. 8 очков в личном зачете. Ну и, исходя из этой информации, мы с вами, дорогие друзья, сейчас наблюдаем на своих экранах матч топовых команд Башкирской хоккейной лиги. Это команды из первой тройки, второе и третье место делят коллективы. Да, немножко статистика у УФСИНа чуть побольше, чем у БСК, но сейчас на льду пока на данный момент так сразу-то и не скажешь. Богданов пробивал и боровал. Валишину, Вильдану ловко зафиксировал шайбу крупным планом, собственно, на экранах ваших мониторов, а возможно даже и телевизоров. Бросание в зоне белых. Шайба остается под контролем темных. Айрулин бросал. Получается блокированный бросок. И взмывает шайба в небо. Словно ракета Илона Маска. Филиппов. Айрулин. Недолго думая бросок. Валишин на месте. Так, вдоль борта пытается отбросить Муфтахудинов. Здесь уже на месте Петров. Шайбу берет на себя. Пытался скинуть на центр, но не точно. Репш. В зону зашли, но тут же контратака. Быстрая от Беска. Что может предложить сейчас здесь этот коллектив? Петров. На Богданова. Богданов уже на ворота там куда-то. Кстати, возле ворот находился Салават Хайруллин. Позиция была неплохая, но вот пока не получается. По-прежнему в зону входит Беск. Выход 1 на 1. И есть взятие ворота очередное. Ну как же классно сейчас действуют эти игроки. Я вот смотрю 82 номер и понять ничего не могу, дорогие друзья. Команда Беск. 82 номер, такого игрока в заявке у меня нету. Есть 32-й Алексей Петров. Ну, наверное, все-таки это не он. Ну, давайте послушаем судью информатора. Представит. Я, к сожалению, не знаком лично с этим бравым хоккеистом, но, тем не менее, его игра меня вдохновляет, впечатляет, и хотелось бы лично мне все-таки зафиксировать для себя этого отважного игрока. Пересматривал я несколько раз заявку матча, но вот, не нашел я там 82 номер. Ничего поделать не могу. Судья-информатор, коллега, приходи на помощь ты, но и такого даже нету, не объявляет. К сожалению, автор заброшенных шайб. Ну, ничего страшного, а мы тем временем двигаемся дальше. Здесь на выходе какие-то проблемы уже испытывает Беск. Ну и, как полагается, собственно, пользуются этой возможностью игроки УФСИНа. В данном случае это был Раиль Емилов. Затаил я дыхание. 2 в 1 практически сейчас выходил Горбунов со своим коллегой. Бросок был, конечно, не очень точный. Горбунов можно бросить и с этой позиции, но
Салават Хайруллин препятствует и не дает всячески провести бросок своему оппоненту, что, собственно, и требуется от Салавата Хайруллина. Репша поджали к борту, очень плотно здесь, не дают пройти. Защита Беска, но вот достается шайба Горбунову, и очень хлесткий и такой коварный, я бы сказал, бросок у Андрея. Мы неоднократно это видели, поэтому может быть довольно опасно все это дело. Кочетков пробовал бросать синий, здесь перехватывает, берет игровой снаряд под свой личный контроль, но, впрочем, ненадолго. Поперечный пас или, наверное, больше попытка выбить шайбу из своей зоны. А у Беска не удается. Ой-ой-ой, здесь, как можно сказать, по-футбольному практически в подкате. Да, по-моему, Князев там был. Момент за моментом создают нам игроки. Очень активная, очень энергичная игра, которая довольно приятно смотрится. Честно говоря, в некоторые моменты, дорогие друзья, просто хочется затаить дыхание и наблюдать за этой прекрасной встречей. Так, Кукшев. Шайбу Увсин теряет, здесь уже под контроль под свой берет ее Беск, и рефери находился рядом, якобы все у нас в пределах правил, и неприятное столкновение возле борта, как мы видим, и краги слетели, и с трудом. Ну, так вот сейчас пока даже не поднимается еще у нас, насколько я разглядел, Алексей Файрушин, это да, режиссер нам готовит повтор, ну браво! В хоккей играют настоящие мужчины, что и демонстрирует нам сейчас Алексей Файрушин. Слегка оправившись от болевого шока, поднимается. Ну и зарабатывает удаление, или большинство для своей команды, отправляется на скамейку Раиль Емилов, Фат Увсин, а тем временем Беск будет играть в большинстве в ближайшую минуту. Давайте посмотрим, удастся ли им реализовать его. Как и стоило ожидать, удается. Юрий Филиппов. Крупным планом на ваших экранах. Браво, Юрий. Классную шайбу забивает. Тут же с правого фланга. Передача точно, хлестко, своевременно заряжает. И уже не может справиться с этим броском Вильдан Валишин. Беск закрепляет успех, по крайней мере, в плане счета на нашем табло, который становится 3-1. Да, и вот здесь уже возникает ряд вопросов, и как будет сейчас все-таки вытаскивать эту игру Увсин, потому как нужно что-то делать. Да, безусловно, атаки их никуда не делись, они не прекращаются, но, тем не менее, пока вот второй период на данный момент проходит все-таки под эгидой Беска. Ранее коллектив энергетиков встречался с командой Уралец. Эти встречи приходили 14 января. Собственно, первый игровой день тогда был в новом году Башкирской хоккейной лиги. И, дорогие друзья, завершилась эта встреча со счетом 5-1 в пользу энергетиков. В том матче отличились Дамир Миникаев, 82 номер, оформил дубль. И вот по одной шайбе еще забили Юрий Богданов и Салават Хайруллин, и также Искандер Салихов, номер 21. Ассисты на свой счет записали Вадим Петров, Илья Сагеев, Салават Хайруллин, Юрий Богданов и Юрий Филиппов.
Да, атака за атакой. Даже шайба у нас просто кочует из одной зоны в другую. Без остановки. Как бы она там не перегрелась, не расплавливалась. Слегка переживаю я уже за. Это игровой снаряд, а здесь 2 в 1 практически выход. Ну как же досадно для болельщиков БСК. И Юрий Филиппов с Богдановым не смогли разобраться. А если быть точнее, Богданов на левом фланге не смог принять передачу от Филиппова. Возможно, даже не ожидал. Потому что Юрий фактически уже 1 на 1 лицом к лицу встретился с Вильданом Валишиным на расстоянии там буквально 3 метров. Ну и как мы видим, как-то, да, позвольте так выразиться, не пожадничал Филиппов. На партнера сделал пас, вот уже последний, к сожалению, для своих болельщиков реализовать момент не смог. Что касается команды УФСИН, то в предыдущей своей встрече 14 января они играли с башкирской генерирующей компанией. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу УФСИНа. За брошенными шайбами отличились нападающие команды Азат Тагиров. Более того, Тагиров хэт-трик оформил в этой встрече. И также все 3 шайбы Тагирова были с передачи Игоря Гайнишева. Так, у нас удаление, и я, возможно, отвлекся здесь, что-то пропустил. Взятие ворот, да нет, вроде как на вбрасывание, точка. Так, ребята как-то, знаете, из УФСИНа прям порадовались, да, друг другу. Как правильно сказать, пятеньки, кулачки дали. Я уже думаю, да что такое, это с острого угла, с такого, что ли, с левого полуборта прям забросили. Ворот Сидорову, думаю, ну нет, вроде как не верится. Но благо подтверждается мои намерения тем, что вбрасывание в зоне все-таки БСК, а не в центральном круге. И мы все отчетливо видели, что у нас удаление, если быть точнее, нарушение правил. БСК играет в меньшинстве в формате 5 на 4. Еще остается секунд так 30, наверное, 40. И хотелось бы посмотреть мне, как будет предпринимать попытку реализовать игру в большинстве. Команда УФСИН сейчас уступает этот коллектив 2 шайбы своему сопернику. И момент вот самый-самый такой, когда нужно что-то делать и решать, преимущество. Горбунов не смог. Тагиров Азат и перехват. В средней зоне уже Богданов шайбы. Это опасно. Игорь Репш поставлял корпус. Соответственно, в связи с этим Богданов полноценно бросок сделать не сумел в том моменте. А тут Тагиров делал скидку на Новохадского, но пока все мимо. Дальний бросок, и приходится он в створ ворот. Валишин слегка так из своих владений, из краски вышел, чтобы отразить этот бросок. Ну а БСК тянет время, собственно, все сейчас им идет на пользу. Именно так, наверное, нужно делать, действовать, играя в меньшинстве. Опять же поджали соперника и очередное удаление. 35 секунд, подозреваю я, что и на период третий у нас вот это удаление продлится.
Так, игру Совсина и БГК вроде как разобрали. Да, Тагиров хэт-трик, все с передачи Ганишева. Дубль у Евгения Столовина. С передачи Андрея Кочеткова и Раэля Емилова. Вроде как бы все. Один игрок находится у нас. Так. Есть небольшие какие-то недопонимания. Да. Давайте послушаем все вместе, какие там вопросы и, возможно, претензии к арбитру. Так, были какие-то небольшие технические моменты со звуком, но вроде как все мы в эфире и все здорово. Третий период команды БСК УФСИН 3-1 после двух игровых отрезков. И уже у нас, наверное, все-таки команде УФСИН терять-то особо нечего. Да, здесь уступает 2 шайбы своему сопернику. Ну, как-то вынужден сейчас будет этот коллектив демонстрировать все-таки все свои возможности на ледовой Уфа-арене малой, потому как время тает на нашем секундомере, словно и возможности все-таки одержать победу. Пока время есть, какие-то подводить итоги этой встречи однозначно здесь еще рано, поэтому поиграем, как говорится, поживем, увидим. Тагиров по диагонали на Горбунова, тот входит в зону чисто, и, конечно же, это удаление. Да. Не самый приятный момент. На скамейку отправляется у нас Алексей Файрушин. Повтор этого эпизода на ваших экранах. Ну, наверное, неприятен тем, что все-таки, во-первых, положили на лед, да, на ходу, вот здесь однозначно. И вопрос сейчас будет, а не булит ли это? Горбунов, во-первых, оказался на льду, сорвана атака, раз, два, сверху, два, ударился в штангу боком, и, соответственно, три, еще и там Сидоров сверху оказался, всем своим весом, словно бутерброд сейчас оформили Андрея Горбунова.
Ну и соответствующее такое спортивное наказание, да, поехал отбывать Алексей Файрушин. А сейчас УФСИН в 5 против 3 должны играть теории. Нет, у Быска уже вышел один человек, поэтому вчетвером продолжается эта встреча. 5-4. Два игрока я видел на скамейке штрафников у энергетиков. И посматривать на время. Обратите внимание, Алексей Сидоров так слегка, ну, как бы переживает, да, однозначно за свой коллектив. Преимущество пока есть, 2 шайбы, но не хотелось бы как-то его сокращать однозначно Олегу Сидорову. А вот его соперники думают по-другому. Муфтахудинов только что буквально поперечный пас сделал, уже как шайба на правом фланге. Так, что придумают здесь? Опять удаление у нас, да что ж такое-то? На кого показывает реф у нас? УФСИН в нападении. Нарушает правила. Да, не часто такое увидишь, дорогие друзья, но тем не менее Евгений Столовин отправляется на скамейку штрафников. Валишин, Вильдан крупным планом со спины. Классный ракурс, вот именно в таком ракурсе, да, видит у нас голкипера атаку. И благо, что у нас есть возможность наблюдать интересные моменты и с основной камеры, также с боковых. Все здорово у нас у съемочной бригады Башкирской хоккейной лиги. Творческий коллектив работает на славу. Тагиров. Взятие ворот есть. Я засмотрелся здесь, думаю, как там впечатали в борт игрока. А Тагировца все-таки забрасывает УФСИН. За 12 минут до окончания третьего периода. Делает вторую. Еще раз смотрим. Ближний угол, бросок заходит. Вот как раз таки с того самого бы ракурса посмотреть. Да, и показывал Сидоров, что нужно слева-то придерживать рикошетом от щитка. Да, я как понимаю, все-таки заходит. Пересекает синюю линию ворот команды Бэск игровой снаряд. И как бы уже сокращается у нас разрыв между этими коллективами. Всего лишь одна шайба. Играть еще 11 минут. И, как мы и говорили в периоде первом, что пока в этой встрече запах интриги будет в воздухе царить, скорее всего, до последних минут. Тайм-аут. Немножечко прервемся и мы. Продолжаем наблюдать за прекрасной встречей команды Бэск и УФСИНа. 3-2. Такой счет именно у нас за 11 минут до окончания третьего периода. Мы видели с вами, что воспользовались возможностью тайм-аута. Сейчас один из клубов. Ну, как бы, да, наверное, почему бы и нет. Перевести дух. Однозначно стоит. Матч напряженный, матч активный. Затаил дыхание я тут. Ой-ой-ой, неприятное столкновение. Да, удаление будет однозначно. И как бы... Да, ситуация. Ситуация, конечно, неприятная. Видел я, что Андрей Князев
Там подтолкнул своего соперника, и вот уже началось это чуть раньше. Клюшкой даже, получается, удар по спине у нас, да, был. Смотрим на повторе. Князев присоединяется к коллеге, который, собственно, уже выходит у нас на лед, Евгений. А вот Андрей только присоединяется туда. Тагиров. Бросок с острого угла. Слегка темп игры, согласитесь, у нас подубавился. Ну, это объективно, да, потому что очень высокий темп был первые два периода. Что касается периода первого, так вообще там просто как заведенные ракеты буквально. Катались из зоны в зону. Хоккеисты демонстрировали нам свое блестящее мастерство. Здесь, возможно, Петров сможет что-то придумать. На правом фланге ищет партнеров, кому отдать передачу. Подключается здесь Богданов. Наброс на ворота, где игровой снаряд у нас в ловушке Вильдана Валишина находится шайба. Небольшой, слышим, мы плач, да, младенца с трибун. Уфа-арены малый. Ну и вот негодую я. Что же у нас все-таки расстроился младенец? То ли УФСИН проигрывает, то ли Бэск мало забивает. Не пойму пока. Так, на точку вбрасывания указывает нам рефери. Ближе к зоне Бэска. Вбрасывание под контролем белых. Пока остается игровой снаряд с разворота. Малиевский вдоль бортика делал передачу на Новохадского, но последний как-то подобрать не сумел. Артем, хлесткий бросок. С правого фланга вступил в игру там Олег Сидоров, но пока этого недостаточно для третьей шайбы УФСИНа, и что-то нужно здесь предпринимать более интересно. Князева мы наблюдаем, что уже так, Горбунова положили на лед, 24 номер. Команда УФСИН, ну, с трудом, да, поднимается с трудом. Ну, браво! Получает свою порцию аплодисментов. Ну, наверное, не то, что за этот момент, да, именно таких более подбадривающих, мотивирующих. Порцию аплодисментов берет Андрей Горбунов и идет слегка перевести дух после этого падения. Богданов с шайбой назад на партнера. Репш за своим воротом. Вот здесь бы не ошибиться в своей зоне. И что мы, собственно, и видели, как-то на грани прям, да, буквально проходил этот момент. И все-таки арбитр у нас за подножку разглядел в этом моменте нарушение правил. Здесь уже очередной тайм-аут, я так понимаю, прервемся немного и мы, дорогие друзья.
Да, спрашивают здесь, показывает ли онлайн или только в записи. Интересуются болельщики, поэтому, видите, не все еще, наверное, возможно, знают, что Башкирская хоккейная лига позаботилась о том, чтобы были классные трансляции для болельщиков, чтобы могли наблюдать. Ого! Нету вратаря. У нас у Уфсина сняли вратаря. И да, у нас же было удаление там. Сейчас фактически шестером против четверых играет коллектив в белых майках. Вот это да. Вот это накал страстей. Вот это чувство стоимости той самой цены победы у Уфсина, которые готовы любыми методами и средствами уже добывать все-таки, вгрызаться в эту игру, чтобы одержать, попробовать одержать в этой встрече победу. 6-4. Плотно закрепилась сейчас в зоне соперника своего команды Уфсин. На ваших экранах Азат Тагиров, Муфтахуддинов. Бросок не точно. Здесь уже Петров поверху запускает и мимо ворот. Снова Муфтахуддинов. Ой-ой-ой, досадно. Так. Очередная попытка зайти в зону. Новохадский чисто зашел. Через бортика можно бросать. Репш. Где шайба? Блокирована. Снова Репш. Наброс на ворота. Не точно. На синий замыкает. Не дает. Сейчас закрывает практически синюю линию Тагиров. Снова не точно. Но, дорогие друзья, две не точно. А третья это может быть как бы зайти так случайно. Евгений. Номер 13. Да, в средней зоне сейчас не разобрались. Пятый полевой игрок вышел у команды Бэск. Вернулся в свои владения. Вильдан Валишин. И уже продолжаем играть в привычном нам формате 5 на 5 с двумя голкиперами. Горбунов в средней зоне. Князев. Головенко. Передача. Есть четвертая. И, возможно, дорогие друзья, это будет и точкой в этом матче. Я не уверен на все 100%. Но, тем не менее, за 2,5 минут до окончания третьего периода команда Бэск создает себе комфортное преимущество, забрасывая четвертую шайбу в этом матче. Повтор с разных ракурсов демонстрирует нам режиссер трансляции. Валишин не справился с этой атакой. 4-2. Ну а время-то идет как-то побыстрее бы, наверное, здесь хотелось бы разыграть. Хотя кому хотелось, возможно, нам, болельщикам. Да и я так предполагаю, что Уфсин не как-то не готовы вот на этом этапе просто взять и сдаться. Полторы минуты. Новохадский. Бросок. Сидоров отражает. Снова Новохадский. Да, мы наблюдаем в очередной раз, что отсутствует на рабочем месте Вильдан Валишин. Шестером. Действуют игроки команды Уфсин. Время пока не останавливается. Две шайбы. Хотя нет, остановили время, как мы видим.
по регламенту башкирской хоккейной лиги при, так скажем, неоднозначном исходе матча. Ну, неоднозначно в том плане, что не 10-0, да. Последние 2 минуты время идет чистое. Что, собственно, происходит и сейчас. Отыграть 2 шайбы маловероятно, конечно, но в теории можно. УФСИН сейчас прикладывает для этого все усилия. Сняли Вильдана Валишина в шестером. Продолжает борьбу в зоне своего соперника. Управление Федеральной службы исполнения наказаний. — 25 секунд. Дорогие друзья, остается 10 секунд, и давайте признаемся честно, что с 2 шайбы за это время, ну, просто нереально забросить. Поэтому я уверен, что мы можем начинать поздравлять команду БЭСК с победой в этой встрече. Играли они сегодня поактивней, как выясняется в итоге, создавали больше моментов, реализовывали больше моментов, хотя команда УФСИН смотрелась тоже классно, давала отпор и бой своему сопернику, но вот все-таки закономерным итогом в этом матче стала победа команды БЭСК, с чем мы ее, собственно, и поздравляем. УФСИН, ваши лучшие победы еще впереди. Матч был действительно классный, по крайней мере, мне очень понравилось. Надеюсь, дорогие зрители, и вам тоже. Всего вам самого хорошего, доброго здоровья, наверное, самое главное. До новых встреч на хоккее. Всем пока-пока.